Привет, друзья! С вами Михаил Серкели и новый выпуск Nokta Live. Как обычно, по пятницам мы подводим итоги уходящей недели и комментируем наиболее важные события в стране и автономии. Сегодня в выпуске. Отстранение примаров в Гагаузии и почему вулканешты могут стать гагаузским Хабаровском, почему судьи, участники молдавского ландромата, вернулись к своим должностям, как прошла предвыборная кампания в Гагаузии и почему пострадавшие от затопления в Камрате не могут добиться помощи от властей Гагаузии. Итак, поехали. По меньшей мере 7 примаров в Гагаузии находятся под следствием. Об этом в студии Nokta сообщил примар села Копчак Олег Горизан. И все мы знаем, что уже 2 примаров были отстранены от занимаемых должностей по решению суда в результате проверок Национального органа по неподкупности, известного также как АНИ, и Центра по борьбе с коррупцией. Речь идет о самом Олеге Горизане, который был отстранен на 3 месяца в начале этого года, и о примаре города Вулканешта Викторе Петриоглу, которого Камратский суд отстранил на 10 месяцев в прошлую пятницу. И Виктор Петриогла, и Олег Горизан уже не первый мандат в должности примаров. И оба не относятся к числу сторонников правящей партии или регионального руководства. Что касается региональных властей Гагаузии, в таких резонансных делах они обычно молчат, как рыба об лед. Виктор Петриоглу заявил, что заказчики его отстранения сидят в одном из известных трехэтажных зданий в Камрате. На обвинение Петриоглу обитатели трехэтажного здания в центре Камрата пока никак не отреагировали. Но обо всем по порядку. Олега Горизана отстранили от должности на 3 месяца по той причине, что он взял на работу своего сына и не уведомил об этом орган по неподкупности. Сам Горизан говорит, что его сын занимал должность администратора сайта Примарии всего 2 недели и от Примарии не получил ни бануцы вознаграждения. Давайте послушаем, что говорит сам Олег Горизан по этому поводу. Что касается моего случая, значит, в марте, 13 марта конкретно 2019 года, наш специалист по администрированию нашего примарийского сайта нашел работу, и мальчик с вечера предупредил: Олег Федорович, завтра я уезжаю, я не могу работать на 1500 лей. У нас практика, когда люди уезжают на заработки в Германию. И я для того, чтобы сайт не остановил свою работу, попросил своего сына: Ваня, я тебя очень прошу, помоги отцу. 2 недели, 3 недели, пока я не найду человека для того, чтобы принять на постоянную работу. И я устроил, значит, официально все как положено администратором сайта. И через 2 недели я нашел человека, принял на работу, на этом все закончилось. Так вот, агентство... То есть он работал всего лишь 2 недели? Совершенно верно. И зарплату не получил, ничего. И 2 недели, значит, было достаточно для того, чтобы агентство по конфликту интересов сделало акт. Акт был оформлен в июне месяце прошлого года. Меня в стране не было, то есть я был в Болгарии, и таможенные службы подтверждают штамп выезда и заезда на территорию страны. Значит, на основании, в заказном письме стоит подпись о том, что я получил это письмо, хотя я его в глаза не видел. На основании этого акта был составлен протокол. На основании этого протокола, значит, агентство потребовало отстранить меня на 3 месяца от выполнения государственных обязанностей, значит, и возложить на меня штраф в 9000 лей. Активизировалась эта работа по моему отстранению в августе прошлого года, аккурат перед местными выборами в октябре. То есть сначала вы выписали штраф, да? И это административное дело. Сначала после акта штраф, протокол. И я, в принципе, этот протокол опротестовал в конечном итоге. И была попытка, очевидная попытка, не допустить меня, лишить меня возможности баллотироваться на местных выборах. Это аккурат перед выборами местных. Совершенно верно. Да. И когда я инспектора спросил: хорошо, сегодня август месяц, вы требуете наказать меня на 3 месяца. То есть это аккурат сентябрь, октябрь, ноябрь. То есть в декабре я уже могу баллотироваться? Да, вы можете баллотироваться. То есть логика была, чтобы примара Копчака Горизан как кандидата не допустить вообще на выборы. Но окружной совет меня зарегистрировал раньше, чем людям удалось подать в суд. И получив некоторый иммунитет в качестве кандидата, состоялись выборы мы выиграли, но судебные тяжбы продолжались. И уже на основании судебных тяжб, которые начались до выборов, вас отстранили на 3 месяца после выборов. Так? Совершенно верно. Но в данном случае подобное административное правонарушение, согласно законодательству, если в течение 12 месяцев не принимается окончательного решения суда, то оно в принципе закрывается. Так вот,
12 месяцев истекали в моем случае 13 марта, а заседание апелпалаты было назначено на 12 марта. То есть вот эти вот моменты, я в принципе осведомлен, и я знаю фамилии людей, которые курировали мой случай, которые влияли на процесс. Это политические фигуры? Безусловно, и не только. То есть в этом случае я могу сказать про свой случай. То есть здесь была целенаправленная работа первоначально по недопущению Горизана, а потом по отстранению. 3 месяца было принято решение. Был план затем объявить должность вакантной и в течение 60 дней провести досрочные выборы в Копчаке. Но коронавирус поменял все планы. За что отстранили Виктора Петрёглу? В его случае все еще запутаннее. Поводом для отстранения послужило решение его заместителя в тот период, когда сам Петрёгла был в отпуске в связи с избирательной кампанией на местных выборах от 20 октября 2019 года. Давайте послушаем, что говорит Петрёглу о своем отстранении. По отстранению примара города Вулканешты и заместителя примара города Вулканешты Национальный антикоррупционный центр произвел, на мой взгляд, заказное какое-то решение по составлению протокола. Почему? Потому что 312 статья, по которой составлен протокол, практически не является статьей антикоррупционного центра. А в законодательстве в Республике Молдова есть 327 статья, где по случаю, если считает контролирующий орган составить данный протокол, они могут его составить, ну и оштрафовать нас на 300 лей, если они посчитают нужным. Но это не берется во внимание, и в Европейском суде по правам человека есть даже принятое решение, что если протокол составляется с грубыми нарушениями, а в нашем случае есть 4 грубейшие ошибки при составлении данного протокола, протокол возвращается обратно. То есть вообще суд не имел права рассматривать данный протокол, они должны были принять решение о возврате данного протокола обратно, и на нас должны были составляться другие протокола. Но, скорее всего, по истечению времени у заказчиков не хватало времени для того, чтобы они могли принять это политическое решение. И вот тут уже нарушаются все статьи закона, как по отношению ко мне, так и по отношению к заместителю Иванчоглу Михаилу Георгиевичу. Поэтому мы понимаем и знаем, что это явно несет политический характер. Более того, скажу вам, мы уже знаем и заказчиков, и кто исполнял, и кто просил. Ну, это все известно. Не знаю, как вам, но мне кажется, что в отстранении этих примаров просматривается политическая подоплека. Такое ощущение возникает потому, что в той же Гагаузии мы видим совершенно иную картину в случае с другими примариями, которые возглавляют сторонники партии власти. Например, никто пока не отстранил от занимаемой должности заместителя примара Камрата Георгия Сары. Нам известно о 2 актах в отношении Сары, изданных агентством по неподкупности, где доказано наличие конфликта интересов. Речь идет о решении аукционной комиссии при мэрии муниципия Камрат, возглавляемой самим Сары, которая выдала его близкой родственнице земельный участок в центре Камрата. Когда комиссия принимала решение по этому участку, Сары не заявила о конфликте интересов и председательствовал на том заседании. Примара Камрата тоже никто не отстранил от занимаемой должности за решение, принятое его заместителями. Да, все уровни власти должны действовать открыто, прозрачно, соблюдая закон. Но очень часто в Молдове закон применяется избирательно, порой извращенно, а правосудие становится орудием политической мести или принуждения к любви к правящей партии. Примарами не рождаются. Это сложнейшая работа, которой невозможно научиться в теории, говорит Олег Горизан. И с этим сложно не согласиться. Деятельность примаров и примарий регламентируется сотнями разных законов и подзаконных актов, а некоторые вообще противоречат друг другу. Задача государства не бить дубиной, а направлять и поддерживать, если, конечно, нет уголовного прецедента. И если примар или местный совет приняли незаконное решение или решение, наносящее ущерб бюджету, то в государстве должен быть эффективный механизм по отмене или приостановлению таких решений.
Зачем сразу отстранять примаров от занимаемой должности? Такие решения могут быть приняты по разным причинам. Из-за злого умысла или просто из-за недостатка экспертизы, в том числе юридической. Примары не могут себе позволить экспертизу, потому что в Молдове все деньги сосредоточены в центре. Ресурсы примарий очень ограничены. Они не могут себе позволить хороших и грамотных юристов. У большинства примарий вообще нет юристов. В Гагаузии и Молдове в целом это не первый случай, когда примаров, не демонстрирующих особой любви или скорее лизоблюдства к центральной или региональной власти, ждут пара-тройка уголовных дел. Тут следует вспомнить и Формузала с коммунистами, которого в бытность примара Чедрлунги и противостояние с табунщиков даже в СИЗО закрывали. Дело примара Тарекли Филиппова, которого отстранили от занимаемой должности за вырубку туй. Примара соседней Бессарабки Чимпаеша, который был отстранен за то, что не отреагировал на насилие в социально неблагополучной семье. Все эти дела, как и дела гагаузских примаров, останутся позорным пятном в истории современной Молдовы. Что касается примара Тарекли и Басарабяски, их отстранения пришлись на время захваченного государства, тогда, когда страной фактически правил Плохотнюк. Демократы тогда массово покупали сторонников, а кто не продавался, тех ломали через колено, как могли. Но в 2019 году Плохотнюк ушел. В конце 2019 года вся власть в стране фактически перешла к Додону. Но методы почему-то остались те же. Примар Виктор Петрёглу — единственный городской примар в Гагаузии, который не перешел от нашей партии к социалистам. В 2019 году Петрёглу был избран примаром от нашей партии Рената Усатова, как, к слову сказать, и Анатолий Топал, примар Чедрлунги, и Сергей Анастасов, примар Камрата. Топал и Анастасов сменили свою партийную принадлежность, но зато от должности их никто не отстраняет, ну или пока не отстраняет. В эту среду в Вулканештах прошел митинг в поддержку примара Виктора Петрёглу. Судя по количеству людей, пришедших в холодную погоду, Вулканешты можно назвать колыбелью оппозиции Гагаузии. Митинг прошел мирно, люди выразили свое возмущение, приняли резолюцию и разошлись. Дальше дело за реакцией региональных и национальных властей. Если они не переосмыслят свои действия в отношении примаров из оппозиции, Вулканешты, которые славятся своим горячим нравом, могут стать гагаузским Хабаровском. Протесты в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали беспрецедентными в современной России. Фургал был задержан 9 июля и перевезен в Москву, где ожидает суда по обвинению в организации убийств и покушения на убийство бизнесменов, которое было совершено еще в 2000-х годах. Со дня ареста Фургала прошло уже 4 месяца, но в Хабаровске и других городах Дальнего Востока каждые выходные проходят акции в его поддержку. Участники требуют проведения прозрачного и честного судебного процесса над Фургалом в Хабаровске, а не в Москве. Также во время протестов жители выступали за отставку мэра Хабаровска Сергея Кравчука и назначенного Москвой нового губернатора края Михаила Дегтярева. Главный посыл протестующих такой: да, мы знаем, кто такой Фургал, и знаем, что он может не чист на руку, но мы его выбирали, и мы решаем, будет он губернатором или нет. Как вы думаете, если в Вулканештах региональные и национальные власти уберут избранного народом мэра и поставят тех, кто им больше нравится, жители Вулканешт это просто проглотят? Сомневаюсь. Это не только посягательство на местную автономию, запугивание, давление, это подрыв демократических процессов в Молдове и в Гагаузии. Это растаптывание воли народа. Какое доверие может быть к системе правосудия после таких маневров? А к избирательной системе? Во время последних башканских выборов в Гагаузии были очень большие проблемы с явкой. Точнее говоря, явки не было. Если бы ЦИК не закрыл глаза на то, что некоторые избирательные участки без основания продлили свою работу, то выборы не состоялись бы. То, что люди теряют интерес к выборам, тревожный тренд для страны, потому что таким образом открываются огромные возможности для фальсификации. Власти в итоге сами себе роют яму, давая людям в очередной раз понять, что их выбор ничего не значит. Может прийти кто-то из Камрата или Кишинева, убрать избранного мэра и поставить угодного себе халуя.
Слово «ландромат» или «прачечная» нечасто употребляется в Молдове по его прямому смыслу. Это выражение чаще можно услышать в контексте международной системы по отмыванию денег через молдавские банки и с помощью молдавских судей. Ландроматом эту схему назвали журналисты-расследователи международной расследовательской сети OCCRP и «Новой газеты». Расследование было выпущено в 2014 году. Давайте послушаем Романа Анина, занимавшегося этим расследованием в «Новой газете», который очень коротко, но очень доступно рассказал, в чем суть этой, по сути, извините за каламбур, преступной схемы. В чем суть этой схемы? Ну вот представьте себе чиновника либо человека, который украл много денег, допустим, из РЖД. Ему эти деньги нужно каким-то образом переправить себе на швейцарские счета, ну, чтобы там оплачивать виллы, яхты и так далее. До этого они все делали это просто. Чтобы деньги выгнать из России за границу, заключались фиктивные договора о поставке, так называемые по схемам несуществующего импорта. И деньги таким образом выходили из России за границу. Но потом стало делать сложнее, потому что таможенная служба стала отслеживать, ну вообще возникло много трудностей с этой схемой. Поэтому таким людям, которые крадут деньги из бюджета, нужно было придумать какой-то документ стопроцентный, такой, знаете, бумажку, которая позволит им выгнать украденные деньги за границу. И такая бумажка была придумана. Это решение суда. Но в силу того, что российские судьи дорогие, то решили обратиться к тем судьям, которые стоят дешевле. Ну, я имею в виду коррупционные издержки. И такие судьи нашлись в Молдове. Как работала эта схема? Для начала было две офшорные компании, которые существуют только на бумаге. Одна офшорная компания имитирует вексель на гигантскую сумму, на 500 или даже на 800 миллионов долларов. Конечно, таких денег у нее никогда не было и нет. И вот приходит время платить по векселю, одна офшорная компания приходит другой и говорит, заплати мне 800 миллионов долларов. Та говорит, я не могу. Говорит, ну хорошо, что же делать? И тогда в схеме появляются поручители. Среди них российские фирмы и молдавский гражданин. Они идут все в суд. Офшорная компания говорит, слушайте, мне должны 800 миллионов долларов. Ей отвечают, я не могу. Молдавский гражданин говорит, я тоже не могу, у него никогда не было таких денег. И тогда появляются российские компании, которые говорят, да, мы поручители, эти деньги вы можете забрать у нас. Таким образом, деньги с кор-счетов российских банков, которые принадлежали этим российским компаниям, принудительным способом взыскиваются через молдавские суды и попадают в Молдову. Дальше они конвертируются в иностранную валюту и из Молдовы уже отправляются в Латвию. Все, схема готова. То есть у вас деньги, которые были в России, коррупционные, которые вы не могли использовать толком, уже попадают в Европейский Союз. А из Латвии они перечислялись в Швейцарию, в Германию и во многие другие страны мира. Вот так это работало. Подробности читайте в нашем расследовании. Так вот, если говорить о дешевых молдавских судьях, без которых не было бы ландромата, ну или молдавского ландромата. В ландромате участвовали 20 судей и 15 судебных инстанций из Молдовы. Их роль заключалась в легализации отмываемых денег. Иными словами, получение той самой бумажки, которая позволит выведенные из России деньги спокойно тратить в Европе. Тогдашний глава Высшей судебной палаты Молдовы Михай Полилунч рассказал, что схему применяли с 2010 по 2013 год. Судьи были одним из ключевых звеньев этой схемы и выносили решения с массой нарушений. По его словам, решения принимали на основе копий документов. По некоторым делам копии были легализованы сомнительным образом. Например, одна печать на 20-30 страниц. Следует напомнить, что ландромат, как и кража миллиарда, создали нашей стране имидж какой-то черной финансовой дыры, если выражаться прилично. Президент Игорь Додон, наверное, устал требовать от Высшего совета магистратуры наказания для этих судей, которые участвовали в позорной схеме. Кто-то из вас слышал, чтобы Додон вообще говорил об этом? Я нет. 13 судей вывели из-под уголовного преследования, а 5 восстановили в должности. 2 из них в Камрате. Мы еще из наших налогов оплатим им 7 миллионов лей зарплаты за те годы, что они были отстранены от должности. Есть мнение, что в этой ситуации судьи не могли поступить иначе. Например, бизнесмен Вячеслав Платон, который был осужден, посажен в тюрьму и вышел в этом году на свободу, говорит о том, что судьи выносили законные решения и не могли поступить иначе. Следует отметить, что Платона судили и держали в тюрьме не по делу о ландромате, а по делу о краже миллиарда. По заявлению генпрокурора, Платон не имел никакого отношения к делу о краже миллиарда, после чего Платон вышел на свободу. Так вот, по словам Вячеслава Платона, судьи не могли поступить иначе, потому что есть истец, который говорит, что ему должны, есть ответчик, который согласен с тем, что он должен, и есть поручитель, который говорит, что готов заплатить.
Но дело в том, что речь идет не просто о коррупции или коррупционной схеме. Речь идет о схеме, через которую прокачали 20 миллиардов долларов. Это уже не просто коррупция, а угроза национальной безопасности. И не только Республики Молдова, но и всего региона. При Додоне из тюрьмы отпустили многих известных преступников. Сократили срок таким персонажам, как лидер ОПГ Макена и Шалун, которого посадили за сутенерство и торговлю людьми. Додон наградил орденами авторитетов из 90-х. Друг и протеже Плохотнюка Константин Цуцу, находящийся в международном розыске, позволяет себе не являться в суд, а сам Плохотнюк отдыхает в Турции, ну или управляет делами в Молдове из Турции. Из тюрьмы выпустили бойцов К1, которые забили до смерти человека в центре Кишинева. С таким правосудием в нашей стране лихие 90-е не за горами. Зачем судебной системе восстанавливать этих судей из ландромата? И почему господин президент про это ничего не говорит? Наверное, кому-то нужны послушные и благодарные судьи. Такие судьи, которые своим решением, например, отстранят оппозиционного примара на 10 месяцев, или которые вынесут оправдательный приговор для каких-нибудь убийц, воров, сутенеров с кульками. Жители Камрата, пострадавшие от затопления в сентябре и октябре этого года, спустя месяц не могут получить помощь. Власти им не помогают, ну или не хотят помочь. Была организована очистка территории их домов, актуальная до первого сильного дождя. Люди остались без крыши над головой накануне зимы. Отчаявшиеся и уставшие, они пришли с протестом к исполнительному комитету Гагаузии. На что им сказали: зря пришли, идите в Примарию. Давайте посмотрим, как это было. Мы должны устранить проблемы, чтобы завтра опять не затекло. Вот что нам самое главное. Вот она, вода пришла, у меня каналы не Я был открыли вчера, перед ездил домом. туда ночью. Я приезжал туда. Я видел вчера, я подъезжал туда. Я Поставили видел мост, все. трубу закрыли. Трубу закрыли. Вода осталась, вот сейчас стоит, кипит вода вот так, у меня по дому. Я вот так стою на воде. Там надо... Нету один Вот трактор, я говорю, неужели? я не чтобы специалист, распустить, пошел я не канал? специалист, там надо просто открыть и идти до речи. Открыть и идти, труб там не надо ставить, там можно быть У открыто. меня перед домом так идет поперек. Вот я живу возле Ваня, моста. берите Возле людей, моста идите в Примарию, живу. подтвердите Вот меня. так Чё вот. ж вы сюда-то Возле моста подошли? живу. Вода у Уважаемые, меня стоит. жители, давайте так. Вот Иван Николаевич, идите в Примарию. Так, Вот с начальниками идите. Что нам дали бумажку, подписанную Стасовым, как распределили наши средства. У меня появился вопрос, неправильно распределено, и вообще мой дом два дома там, потом взяли одного хозяина только поставили. Я пошла выяснять. Меня гоняют из кабинета в кабинет, 5 кабинетов я обошла. Актов нету, никто не знает, все скрыто, все непонятно. Не с кем разговаривать. Акты есть, они все находятся в Примарии. Можно сейчас все вместе пойдем в Примарию, и там они каждому из вас покажут эти акты. Да, поэтому смысла от того, что вы здесь собираетесь, нет. Вот я судебный заходит. Ну да, логика в словах председателя Народного собрания и председателя КЧС Гагаузии, наверное, есть. Какой смысл ходить к региональным властям? Они как не помогали, так и не помогут, судя по всему. Даже несмотря на то, что с пострадавшими встречалась Башкан и обещала помочь. Люди не согласны с оценкой ущерба. По их словам, с экспертизой их толком не ознакомили. Показали лишь какие-то бумаги, общий свод, но отдельно по каждому дому стоимость ущерба им не показали. По заявлениям пострадавших, ущерб нанесен на огромные суммы. У многих дома были отремонтированы и оснащены новой бытовой техникой и мебелью. Никто не ожидал такого затопления. Власти, наверное, тоже не ожидали, раз разрешали застройку поймы Елпуга. Предлагаемые компенсации не смогут покрыть стоимость ни нового дома, ни квартиры. Люди пошли к примару. Он их принял у себя в кабинете и беседовал больше часа. Скажем сразу, содержательно эту беседу не назовешь. Можно было услышать, как несчастных людей пытаются запугать, мол, зачем вы пришли, поставили под удар выделение денег. Интересный подход. В такой ситуации власти сами должны прийти к людям и помочь им. А им фактически говорят: вы не ходите и не требуйте, а то можете вообще ничего не получить. Пострадавшие от наводнения больше месяца в бедственном положении, но помощи нет. Никто не позаботился о их жилье и о быте, о состоянии их физического и психологического здоровья, даже в самый экстренный момент. Одна из пострадавших от наводнения рассказала, как потеряла ребенка после затопления и, возможно, не сможет иметь детей. На просьбу помочь
С лечением ей ответили отказом. Давайте посмотрим. Столько мучений с мужем, кредиты взяли, чтобы сделать себе условия, стены, это рабочим надо платить. И он сейчас уехал за границу после первого потопа, чтобы восстановить заново, чтобы можно было жить дальше. Я только успела 2 комнаты привести в порядок, а я была беременна. И первый потоп, когда случилось, вот этот шоковый удар для меня. Утром, когда я встала и встала ногами на воду, и я потеряла ребенка. Возможно, у меня и больше детей не будет. Кого это интересует? Я обращалась, и мне даже отказали о помощи. А Ирина нам обещала, что если кто-то болеет, то обязательно дадут помощь. Девушка пошла и обратилась, и ей ничего не дали. Ей сказали, сколько вам можно помогать. Один раз помогли, там Кто вам это сказал? Где наши акты? Первый акт, второй акт, третий. Я написала, обращалась за дополнительной помощью здоровья. И дали. о здоровье, и мне отказали. Вы с полком вы писали? Да. А когда писали? Ну, после первого потопа. Первый потоп 5 июля было. Ирине Федоровне, да. И вам отказали? Да. Больше всего удивляет бездействие властей Гагаузии. Такую ситуацию еще недавно сложно было представить в Гагаузии. Ведь не так давно Гагаузия сама помогала жителям Молдовы, пострадавшим от наводнения. Например, в 2008 году жители Гагаузии собрали 10 КАМАЗов гуманитарной помощи для жителей села Дребкауть Бричанского района и села Ержово Рыбницкого района Приднестровья, пострадавших от стихий. В 2008 году бюджет Гагаузии был на уровне 300 или 350 миллионов лей, а в 2020 на уровне 1 миллиарда. Влахи и все ее пропагандистские СМИ заявляли, что это беспрецедентно. И какой толк от того, что бюджет на уровне 1 миллиарда лей, если региональные власти не помогают людям, оставшимся без крова над головой, не по своей вине, а по вине тех же властей? Что мы видим спустя 12 лет? Полное безразличие и равнодушие к беде самих же гагаузов со стороны властей Гагаузии. И нельзя сказать, что денег в Гагаузии нет. В бюджете есть деньги, которые могут решить проблемы этих людей. Посмотрите на шикарный форум, который закатила Ирина Влах. По итогам второго дня форума Башкан опубликовала 30 фотографий, на половине из них она одна. Форум дорогой, это видно даже без обнародования суммы расходов. Ну ладно, у властей свои приоритеты может. Важнее форум, чем благополучие и здоровье жителей района Зайлапужи. Но ведь можно попросить средства у международных партнеров. Тем более пару дней назад Ирина Влах встречалась с первой леди Турции Эмине Эрдоган, которая занимается социальными и благотворительными проектами. Попросила ли Башкан о помощи для пострадавших от затопления в Камрате? Судя по всему, нет. По крайней мере, в пресс-релизе об этом ни слова. Думаю, если бы эта тема обсуждалась на встрече с госпожой Эрдоган, пиарщики Влах уже давно воспользовались бы этим для укрепления имиджа хозяйки. В 2016 году, когда жители Чадырлонги пострадали от затопления, Турция помогла Гагаузии. Был построен новый квартирный дом, 15 семей получили новые квартиры. Все было решено быстро и оперативно. Чем люди в Камрате хуже тех, кто пострадал в Чадырлунге? Тогда, напомним, власти Гагаузии тоже ничего не выделили из регионального бюджета. Тех денег, которые обещают пострадавшим в помощи от государства, не хватит на покупку даже квартиры. А жить в таком районе опасно для жизни. Каждый дождь может нести смертельную опасность. Ну а что же национальные власти? Был Додон, раздал в конвертах по 15 тысяч лей после первого наводнения в июне. После наводнения в сентябре не приехал. Был с предвыборным митингом, но пострадавших сама Башкан попросила не задавать президенту неудобных вопросов. В день затопления 29 сентября был Кику. Зашел в 3 дома, провел совещание в Камрате и уехал. Потом, правда, правительство выделило 1,8 миллионов лей на очистку русла реки Елпук, а потом еще 2 миллиона. А были и времена, и тоже не так давно, в 2010 году, когда правительство построило новое село для переселения жителей Котл-Моря и Ханчерского района, пострадавшего от затопления. Тогда построили новое село, а здесь речь идет о каких-то 8 домах. Затопило больше, но по результатам экспертизы восстановлению не подлежат всего 8 домов. Неужели не могли найти денег на покупку или строительство 8 новых домов в Камрате? И это при бюджете в 1 миллиард. Правильно. Зачем тратить деньги на решение проблем людей? Разве на это должны тратиться наши с вами налоги? Нет, конечно. Налоги надо тратить на создание антуража для новых фотографий.
Через 2 дня выборы президента. Чем же запомнится нам эта предвыборная кампания? Конечно же, вот этим шедевром. Одна бабушка в Италии гадает на яйцах. Я не знаю, что это за гадание. Она сказала кому-то, говорит, что выиграете первый тур. Вот так прославилась бабушка из Этулии, сама того не зная. Пока Игорь Додон обратился к альтернативным прогнозам, кандидат в президенты от партии ШОР Валентина Иванова обратилась к современным технологиям и телепортировала при помощи видеомонтажа лидера партии Илона Шора Варгеев. Буквально сегодня мы закончили первый этап предвыборной кампании. Хотелось бы рассказать, как проходит кампания, поделиться с вами впечатлениями. Когда мы пришли в Варгеев Когда мы пришли в Варгеев, к сожалению, мы увидели эту картину. И мы начали с этим бороться. Шор, кстати, в Израиле и по последней информации до сих пор находится в международном розыске по обвинению в краже миллиарда. Но перейдем от общего к частному. Поговорим о том, как предвыборная кампания проходила в Гагаузии и о главных отличиях от президентской кампании 2016 года. Пожалуй, самой отличительной чертой этой кампании по сравнению с выборами 2016 года является то, что кандидат в президенты с правого фланга ведет избирательную кампанию и на территории Гагаузии. Обычно правые партии особо Гагаузию не баловали вниманием, сосредотачиваясь в основном в районах, которые традиционно голосуют за правых. В этой предвыборной кампании Майя Санду не только усилила свое взаимодействие с русскоязычными жителями Молдовы, но и записала ролик на гагаузском языке. Хади бакалım. Geldiği vakit bir olma bir bütün, çünkü onlar bundan hep korktular. Санду была несколько раз с предвыборными визитами в автономии, проводила встречи с избирателями. В целом обычные электоральные встречи кандидата. Другое дело Ренат Усатый. Его электоральная встреча стала настоящим перформансом, который мог перерасти в драку. На встрече присутствовало несколько людей со свистками, которые не давали кандидату говорить, хотя к его чести он пытался с ними построить диалог и, несмотря на свист, провел таки встречу. Давайте посмотрим, как это было. Не надо! Вы как это самое, почему вы до дома так это самое включали в резину? Какой Зачем вы ухом мне свистите? В сторону! Усатый считает, что эта акция была организована партией социалистов. В Камрадском офисе социалистов это заявление никак не прокомментировали. Стоит отметить, что этот предвыборный митинг Усатого в Камрате прошел через несколько часов после того, как сам Усатый сорвал встречу Додона с избирателями в Фалештах. С избирателями проводил встречи и сам Игорь Додон. Правда, не в таких экстремальных условиях, как Ренат Усатый. Комфортабельные условия Додону стремилась создать и башкан Гагаузии Ирина Влах. Настолько старалась, что даже подошла к бедным жителям Камрадского района Зайлыпужья, пострадавшим от затопления, и попросила не тревожить президента их вопросами. Как мы поняли, для Ирины Влах главное спокойствие своего политического партнера из Кишинева, а жители Гагаузии, которые остались без домов и вещей, и дальше могут скитаться по знакомым. Второе отличие от выборов 2016 года – это выборы без ДПМ. Остатки Демпартии работают с ПСРМ частично, а часть с другими кандидатами. Но они далеко не так сильны и влиятельны, как в 2016 году. С другой стороны, в 2016 году Плохотнюк и демократы были пугалом, тем самым олигархом, с которым обещал бороться Игорь Додон. Они тогда сыграли в пользу Додона на своем антирейтинге, фиктивно поддержав Майю Санду, а на деле работая на партию социалистов, по крайней мере в Гагаузии демократы на выборах 2016 года работали на Додона. Еще одно отличие в том, что у Додона было 4 года, чтобы проявить себя как президент. За эти же 4 года мы видели кульки, багамские офшоры, отдых на Сейшелах, проблемы в юстиции, провал в управлении пандемией и борьбе с последствиями засухи.
То, что он обещал гагаузам на выборах в 2016 году, не исполнено. Нет 5 квот для гагаузов в парламенте, а гагаузские законы пылятся на полке. Более того, обещанное гагаузам было несколько раз переобещано. Еще один момент – это голосование на левом берегу Днестра. Если раньше с левого берега Днестра на молдавских выборах голосовало не более 5000 человек, то в последних избирательных кампаниях и ставки, и явка стремительно выросли. Во втором туре президентских выборов в 2016 году из Приднестровья голосовало 17 тысяч избирателей. Голосовали за Игоря Додона. Благодаря этому тогда Додон и выиграл. На последних парламентских выборах участвовало 37 тысяч жителей с левого берега. И скорее участвовали не потому, что переживают и следят за политическими процессами на правом берегу, а потому что за участие в голосовании платят деньги. Об этом свидетельствуют гражданские активисты и видеокадры. Тогда избиратели с левого берега проголосовали за кандидатов, аффилированных Демпартии. На этих выборах голоса приднестровцев будут в пользу кандидата, на которого укажет, а точнее уже указал Кремль. Это достаточно опасный прецедент, поскольку в Приднестровском регионе не были обеспечены все условия для честных и справедливых выборов, не был обеспечен равный доступ кандидатов для встреч с избирателями с равным присутствием в средствах массовой информации. Еще с начала кампании были озвучены факты фальсификации в списках избирателей на голосование за рубежом, в частности в России. Молдавские власти пока ничего не сделали, чтобы доказать, что фальсификаций не будет. Телевизионные каналы, в эфире которых заявляют о возможных фальсификациях, получают от Совета по телевидению и радио штрафы, например, как ТВ-8. Под конец кампании Башкан Гагаузии Ирина Влах, которая активно участвовала в агитации за Игоря Додона, заявила, что такие некие национальные СМИ представляют гагаузов как сепаратистов и пятую колонну, якобы распространяя информацию о том, что в Гагаузии может быть массовая фальсификация на выборах. Сложно сказать, кого имеет в виду Ирина Влах, потому что в наиболее релевантных молдавских СМИ такие заявления по отношению к гагаузам не звучали, во всяком случае в рамках этой избирательной кампании. Многие удивились такой риторики Башкана, без повода грозящей пальчиком средством массовой информации. Наверное, так Башкан пытается заранее оправдаться или занять позицию нападения. В любом случае, как-то наигранно звучат заявления о том, что выборы не будут сфальсифицированы от политика, выигравшего выборы только за счет того, что участки работали ровно столько, сколько ей было нужно. Друзья, в это воскресенье не поленитесь, придите к избирательным участкам и проголосуйте. Ну и, конечно, не забывайте о мерах предосторожности в связи с пандемией COVID-19. Ваш осознанный выбор может помочь изменить нашу страну к лучшему. Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Мы будем рады вашим комментариям, лайкам и репостам. С вами был Михаил Циркели. Увидимся в следующую пятницу в новом выпуске Nocta Life.